Весь мир знает то, что почти 2 года назад был похищен Эрвин Ибрагимов. Вот, на видео прекрасно видно, что люди, которые его похищали, были в форме сотрудников правоохранительных органов. До настоящего момента никто не найден. Более того, мной неоднократно в Следственный комитет направлялись заявления и ходатайства, адвокатские запросы. Однако до настоящего времени я ни одного ответа не получил. Поэтому я написал соответствующую жалобу в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом. И сегодня жалоба о том, что мне не отвечает Следственный комитет. Я просил о том, чтобы их действия признали незаконными и чтобы все-таки ответили на те заявления и ходатайства, которые я им посылал по существу уголовного дела. Сегодня я явился в суд, был назначен суд в Киевский районный суд на 12:30. Пришел представитель прокуратуры Крыма, однако следователь не явился, и судья в связи с неявкой следователя отложил это дело на 26 марта на 12:30. Я надеюсь, что следователь придет и все-таки представит документы, почему же они не отвечают на ходатайства и запросы. Как мне стало сегодня известно, якобы следователь только сегодня узнал о судебном заседании. Что ж, поверим в это? Поверим, и я надеюсь, что к следующему неделя есть у Следственного комитета, она подготовит те материалы в обосновании своей позиции и все-таки объяснит, почему же она не отвечает. Либо она отвечала, но каким-то чудесным образом ни один из этих ответов к нам не поступил. И я хочу сказать, что в общем это тенденция по всем таким делам. У нас было не одно похищение, как вы знаете. Есть похищения, на которых тоже и видео есть, и есть свидетели, которые говорят о том, что похитители были люди в форме правоохранителей. Ни один преступник не найден, начиная с дела Ришата Аметова. Ни один преступник не найден. Мы посмотрим, что нам ответит суд, мы посмотрим, как будет действовать Следственный комитет, и на основании этого мы уже будем обращаться письменно с приложением всех документов. И тогда, я думаю, будет адекватная реакция и у международного суда. Как вы знаете, есть и другие процессы, помимо Европейского суда, и запущен еще процесс в Международном суде справедливости, так называемый суд ООН. Эти материалы также лягут и туда, в этот иск Украины против России. Мы и туда представим документы, и там все в совокупности со всеми нарушениями прав человека в Крыму будут отдельно рассматриваться и это дело.